медный пояс – это когда несколько месторождений друг с другом либо связаны, либо находятся на небольшом расстоянии. Среднее содержание меди упало. Мы проинвестировали в этот проект более 450 миллионов долларов и таким образом продлили жизнь Артема. Инфляция была намного выше, чем в прошлом году. Мы внимательно следим за этим. Я не хочу, чтобы людей убивали на работе. Это не бизнес. Я не хочу слушать, кто там что не соблюдает. Я хочу слушать, что вы сделали для того, чтобы он не смог нарушить. Люди, когда говорят, что у меня нет времени, ты просто расставляешь приоритет. Когда ты общаешься с людьми вживую, это совершенно другое. Ты чувствуешь, что здесь что-то не то. Удаленный формат не самое лучшее. Наконец-то мы оказались в вашем кабинете. Скажите, насколько тяжело быть топ-менеджером? Потому что у обывателя может сложиться впечатление, что если ты достиг таких высот, у тебя есть власть, у тебя есть деньги, то, в принципе, жизнь теперь безоблачна. Знаете, сейчас даже смотрю, я вижу, когда люди на разных позициях находятся, им кажется, что у них самая трудная работа. И иногда, когда я заслушиваю отчеты своих подчиненных, я слышу, они мне говорят: вы даже не представляете, насколько мне трудно. И я понимаю, что к трудностям можно по-разному относиться. Если трудности большие, если ты к ним относишься спокойно, разумно, и ты думаешь о том, как эту проблему решить, а не как подумать, насколько она большая. Конечно, чем выше ты по должности становишься, тем сложнее у тебя проблемы, тем больше у тебя ответственности. И когда ты сравниваешь размер задач и размер проблем, которые ты решаешь, с задачами, которые решают подчиненные на несколько ступенек ниже, они просто несоизмеримы, я бы так сказал. И, конечно, может казаться, когда у тебя власть и деньги, то это отдых и хорошо. Но это неправильно, я думаю, и это надо понимать. Вот я иногда, когда общаюсь с высокопоставленными лицами, с президентами стран, я просто удивляюсь, как эти люди решают такие огромные задачи, такие огромные проблемы. И когда ты с ними разговариваешь, им не кажется, что это какие-то неразрешимые. Я ни от кого не слышал, вы даже не представляете, как мне трудно. Это просто отношение к проблеме. У каждого свои в рамках тех полномочий, которые у них есть, и отношения может быть разные к этому. Вообще говорят, что Бог тебе всегда дает столько, сколько ты можешь унести. Но даже когда мы готовились к этому интервью, мы сталкивались с тем, что у вас очень загруженный график. Да. Можете примерно рассказать, как часто вам приходится летать? Летать очень часто. В неделю я стараюсь несколько раз летать в разные места, но если есть такая возможность максимально сфокусироваться на каких-то проблемах в одном месте, вот сейчас мы с вами говорили по Восток-Свет-Мету, конечно, у меня нет подряд 4 дня, чтобы я мог где-то остаться, обычно назначают встречи. Вот я на Восток-Свет-Мет приеду на 3 дня, потом мне придется уехать в другие места. Там пару дней, 3 дня, возможно. Где-то так получается. Если мы переходим к Восток-Цветмету, с точки зрения бизнеса, учитывая все последние события, связанные со смертельными случаями, не проще ли закрыть подземные рудники? Интересно, вот как рассуждает бизнес в этом случае? Если я сейчас скажу, что Восток-Свет-Мет как бизнес нам совсем не интересен, обидятся все люди. Конечно, Восток-Свет-Мет – это огромный бизнес. Это огромные компании. С точки зрения эффективности, наверное, это не самые эффективные, потому что там работает огромное количество людей. Мы постоянно сталкиваемся с проблемами, унаследованными от старых времен. Это подземные рудники, это выработки, которые сегодня требуется огромное количество километров проходить, чтобы забирать руду. Содержание в руде значительно снизилось, конечно. Как вы знаете, мы прошли новый ствол
воздухоподающий на Артеме. Это тоже было, вообще затраты большие были сделаны, время большое было сделано. И это достаточно трудная задача, но это все делается для того, чтобы продлить жизнь этих компаний, для того, чтобы сохранить рабочие места. Если мы говорим, что Артем с экономической точки зрения имеет смысл делать, было смысл это делать, мы проинвестировали в этот проект более 450 миллионов долларов и таким образом продлили жизнь Артема еще на 10 лет. На сегодняшний день запасы Артема должно хватить, наверное, до 2035 года. Сейчас мы рассматриваем отработку второго рудного тела на Иртыше. Вот это точно не бизнес-проект, он точно никакой прибыли не принесет, это даже, скорее всего, это будет убыточный проект. Но мы это делаем для того, чтобы продлить жизнь рудника и сохранить рабочие места. Мы посчитали, что у нас там, если мы закроем этот рудник, останутся без работы около 900 человек. И, понятно, мы тратим сейчас около 100 миллионов долларов для того, чтобы люди могли работать там. То же самое с Жискентом. Понятно, что Жискент – это предприятие, которое нужно много вкладывать, чтобы оно работало как следует. Там люди не хотят в этом месте жить. Тоже с точки зрения безопасности производства много вопросов приходится решать там. Но мы хотим продлить жизнь этого рудника. Мы нашли способы благодаря команде руководства Востоксведмета и Ильсур Усманович и директора, которые работают на месте. Мы нашли способ, как продлить жизнь Жискента, Орловского рудника и Жискентской фабрики. И считаем, что всегда прибыль это для нас или не прибыль, это часть нашей компании, это часть нашего бизнеса, и мы никогда своих сотрудников не оставим, потому что это невыгодно. Не всегда мы в состоянии поддерживать первоначальную численность работников. Иногда нам приходится идти на оптимизацию, потому что тогда уже мы просто не в состоянии оплачивать такие затраты. Но и то мы стараемся этих людей устроить где-то на наше предприятие, как правило. Мы не собираемся бросать Востокцветмет и не рассматриваем как на чемодан без ручки. Это бизнес для нас, это часть нашей компании. Приятно слышать. Несчастные случаи, которые происходят на наших предприятиях, как правило, если это смертельные, вы стараетесь выезжать на место происшествия, чтобы лично принять участие в расследовании. Да. Почему для вас это важно? Во-первых, безопасность производства вообще для меня вопрос номер один. Я всегда всем говорю, что я первое внимание обращаю на безопасность производства. Не на бизнес, не на какие-то новые технологии, которые мы внедряем. Если это небезопасно, никакого бизнеса нет. И у меня был достаточно жесткий разговор много лет назад, когда Востокцветмет являлся предприятием самым худшим по безопасности производства. И тогда я собрал всех директоров и сказал, что если так будет продолжаться, предприятие будет полностью закрыто. Люди останутся без работы, но я не хочу, чтобы людей убивали на работе. Мы должны приносить доход людям, которые должны жить в семье, должны получать справедливое вознаграждение и поддерживать своих детей. Но когда люди умирают, конечно, это не бизнес. Это просто нас отбросило на 6-7 лет назад, потому что я считал, что мы провели огромную работу на ВЦМ, что мы хоть как-то смогли изменить отношение людей к технике безопасности, поменять культуру производства в плане безопасности. И ВЦМ начал показывать хорошие результаты. Даже какое-то время они отработали не то что без смертей, а даже у них уже уровень травматизма стал понижаться значительно. Я прямо радовался тому, что нам удалось переломить этот тренд. Но, к сожалению, вот этот случай нас отбросил очень-очень далеко назад. Нам нужно снова начать эту работу. Спустя 10-12 часов мне тут же сообщили, что еще и на Артеме случился несчастный случай. Тоже наш подрядчик во время обуривания груди забоя произошел вывал. Тоже будем смотреть, как так получилось. Но я уверен, что и этот случай можно было избежать. Я думаю, что можно было использовать другое оборудование, которое позволило бы избежать этот случай. Я, конечно, сразу же посмотрел это крепление кровли.
у нас самое большое количество смертей раньше происходило из-за того, что люди работали в незакрепленном пространстве. По нормативам ты не имеешь права работать в пространстве, которое 1,5 метра не закреплено. И мы наконец-то эту болезнь победили. Я когда подошел, посмотрел, сверху кровля была закреплена, что меня удовлетворило. Я сразу отметил это. Мы сейчас используем новые методы крепления, таргетирования. Все было хорошо, но теперь произошел из самой груди забой. Нужно смотреть, почему. То есть не хотелось бы на собственных ошибках учиться, но всегда есть пространство для совершенствования. Моя задача не найти, кто виноват, и наказать этих людей, а найти основную причину, из-за чего это происходит, и какие меры мы можем принять для того, чтобы это больше не происходило. Понятно, что и в старые времена, и сейчас, как правило, руководство всю вину пытается сложить на человека, который погиб. Во-первых, это проще, потому что человек не может за себя ничего сказать, а во-вторых, это легче всего сказать, это он не соблюдал правила. Мы все сделали как должно быть, но это он не соблюдает правила, и поэтому сам был наказан за это. Я всегда нашим руководителям говорю, это не он не соблюдает, это вы не создали условия для того, чтобы он не смог их не соблюдать. Я говорю, создайте такие условия, когда невозможно нарушить правила. И так возможно сделать. Я знаю, что во многих предприятиях добились нулевых смертельных случаев, а работает много людей, и технологии примерно такие же, как у нас. Это речь про казахстанские компании или зарубежные? Это речь, к сожалению, не про казахстанские, это зарубежные компании, которые в Австралии, в Южной Африке, в Латинской Америке работают. Там примерно менталитет людей такой же, как и у нас, но там нет смертельных случаев, потому что созданы условия, которые делают невозможным нарушение правил. И вот недавний смертельный случай, который мы разбирали на Восточном Казахстане, когда люди посещали, вернее, получили доступ в места, которые нельзя было заходить, там был угарный газ. Люди, во-первых, заходили туда без газоанализатора, чего не должно было быть. Во-вторых, они знали, что там были взрывные работы, и туда нельзя заходить, но они тем не менее зашли. Если бы у них был газоанализатор, который пищит, когда заходишь, это бы их остановило. Если бы они знали, что за ними наблюдают сейчас, они бы тоже подумали, заходить туда или нет. Почему вы думаете, в Китае люди не переходят светофор на красный свет? Да потому что там камер везде так много. И в Китае внедрили, называется, индекс благоприятного гражданина. То есть, когда ты переходишь на красный свет, у тебя на твой счет падает счет, так, очечки, которые тебе накапливаются. Ты потом придешь в банк, а в банке тебе не дадут кредит. Если ты захочешь открыть счет в каком-то банке, ты не получишь эту возможность. И то есть люди каждый раз думают, если я нарушу правила, у меня будут неблагоприятные очки накапливаться, потом это отразится на моем жизненном, на качестве моей жизни. Хорошо, можно такой пример взять. Давайте поставим камеры везде, где происходит частое нарушение правил безопасности, чтобы люди понимали, что за ними следят, и это каким-то образом отразится на их карьере. Это каким-то образом будет неблагоприятно сказываться на их жизни в компании. Ну, на Актагае вы, наверное, видели, да, вот эту вот комнатку, куда выводятся все эти камеры. Примерно такой же опыт будет и на Востокцветмете? Ну, это больше безопасности, да, но мы сейчас рассматриваем, мы как раз обсудили, сейчас есть программы, которые используют алгоритмы искусственного интеллекта, которые с помощью камер определяет поведение или какие-то вещи, которые небезопасны, и таким образом искусственный интеллект подсказывает, какие действия можно сделать. И мы попробуем это все привязать и к Актагаю, Башаколю, но я попросил то же самое подумать про Востокцветмет. Подземки это немножко сложнее, но возможно. Тоже обсуждаем. А вот вы сказали про газоанализаторы, разве их нет? Они есть, но эти газоанализаторы, во-первых, не все носят. Во-вторых, они есть разные. Там есть газоанализаторы, которые с трубочкой, он должен дунуть сначала, потом посмотреть. Но люди иногда ленятся. Есть, мы сейчас рассматриваем газоанализаторы, которые встраиваются в фонарь.
то он он автоматически, мигать то есть он должен? начнет мигать, ты фонарь там, когда включил, ты идешь, и если есть какой-то газ, фонарь сразу мигает. Человек понимает, что там небезопасно и должен отойти от этого места. Слышала информацию, что при любом несчастном случае, даже несмотря на проводимые расследования, компания все равно признается виновной в смерти человека. Так ли это и почему именно такая позиция? Ну, это так, но в любых взаимоотношениях нельзя сказать, что виноват только один человек. Если произошла какая-то проблема, виноваты все участники этой проблемы. И, естественно, вот то, что я говорю, что компания не обеспечила условия, при которых нарушить правила безопасности невозможно. Если человек смог это сделать, значит, компания виновата. И правильно. Вопрос только доли участия в этой проблеме. Доля вины компании иногда определяется по-разному на усмотрение независимых органов. Но здесь не поспоришь. Когда мы собираемся, я говорю, ребята, я не хочу слушать, кто там что не соблюдает, я хочу слушать, что вы сделали для того, чтобы он не смог нарушить. И даже вот сейчас в последних случаях, которые произошли, мы, когда разговаривали с менеджерами, они подготовили план шагов, превентивных мер, чтобы не позволить нарушать. Конечно, будет везде внедряться. Олег Николаевич, насколько вы сегодня вовлечены в решение операционных вопросов группы и каким образом обычно это происходит? Я, конечно же, вижу постоянно, что происходит. Раньше я смотрел ежедневные сводки производства, сегодня я смотрю еженедельные. Но понятно, если что-то происходит сложное или требующее вмешательства высшего руководства, включая Chief Executive, технической дирекции, то тогда мы собираемся, созваниваемся и принимаем решения. А так я смотрю это каждую неделю. Понятно, что отчеты я заслушиваю на исполнительных комитетах, которые происходят раз в квартал. И, конечно, я периодически созваниваюсь с генеральными директорами, когда я вижу какое-то отклонение от плана или когда я вижу какие-то проблемы, которые возникают. А так решения принимаются генеральными директорами и руководством головного офиса. А если в двух словах, вот исполкомы, что это такое? Исполкомы – это заседание, так скажем, всех руководителей компании, не только генеральных директоров, директоров департаментов. И мы заслушиваем отчеты и обсуждаем какие-то вопросы, которые нам нужны для коллегиального решения. Вообще изначально это было сделано для того, чтобы люди, которые управляют компанией, могли чувствовать себя как команду. Чтобы они слышали, что я понимаю, что, допустим, Восток-Цветмет никак не связан с Башикулем или с Актогаем. Или Базымчак тоже никак не связан с Восток-Цветметом. Но когда люди работают в одной команде, когда они видят, слышат, что происходит в других предприятиях, и мы спрашиваем мнение, а вы как думаете? Или когда есть какие-то интересные решения, принятые в одном из предприятий, я всегда говорю, пожалуйста, поделитесь своим опытом с другой компанией. Или, вот, например, когда Бузымчак начал отрабатывать рудное тело подземным способом, мы договорились, что они будут учиться у Восток-Цветмета. Специалисты ВЦМ приезжали на Башикуль, на Бузымчак, люди из Бузымчака приезжали на Восток-Цветмет, и таким образом происходил обмен мнениями, обмен опытом в том числе. Поэтому я считаю, что этот комитет не только для принятия решений, но также для того, чтобы обменивались мнением, слушали, что происходит во всей компании. И при обсуждении принимались решения, учитывая мнение всех руководителей. У вас образ очень мягкого, интеллигентного руководителя. Это хорошо или плохо? Ну, это просто констатация, по Да. крайней мере, со стороны. Вот. Я помню, вот когда мягкий, интеллигентный для руководителя это не всегда подходит. Я помню, когда только-только я заступил на работу и проводил совещание скажем так, с горняками, которые привыкли к жесткой манере руководства. Я провел совещание, я не кричал, просто задавал вопросы, если что-то шло не так, я просил: тогда давайте предложение сделайте, назначим дату, когда вы доложите, как будет ситуация. И мы выходили из кабинета, и я слышал, где-то люди говорят, что он вообще даже не наорал, как-то странно все это.
Да, когда вот слышишь мягкий Ожидания интеллигент. не те Да, были. ну то есть люди уже Мгм. привыкли к какой-то жесткой манере, там, крик и все прочее. Вряд ли. Скорее, Ну, к вам некоторые- уже другое отношение, да. Ну, может быть, я хотел бы, чтобы у нас стиль руководства изменился и больше была такая по теме, не без криков, ничего. Потому что когда ты окружен интеллектуальными людьми, на них не надо кричать. Они и так понимают, что что-то не так. И когда ты ставишь задачу, они очень стремятся ее решить. Ну а если предстоит принять какие-то непопулярные решения, меры, как тогда быть? Для того, чтобы компания стабильно работала, если это потребуется, их нужно будет принять. Но тут никуда не денешься, конечно. Можете начинать. Хорошо. Давайте. Ну, мы начнем с блица, чтобы немножко так разговориться, а уже... Да. Это что? Синхронизировать потом звук на камерах. А у вас есть домашние животные? Ну, сказать у меня, наверное, нет. И у меня не спрашивали, хочу я домашних животных или нет, но дети завели и кошки, и собака, и попугай, и все. Хорошо, какую музыку вы слушаете? Теперь классическую больше. Вначале я раньше? начинал рок слушать, не поп, но я с годами пришел к классической музыке больше. Ты начинаешь ее по-другому понимать. Это не расслабление, наоборот, ты начинаешь правильно понимать. Есть такой композитор Майер, его мало кто знает, но он интересно писал музыку, он поменял вообще структуру симфонии. Обычно симфония состоит из 3 частей, а он написал симфонию из 5 частей. И если его слушать, не зная вообще, о чем он пишет, то тебе неинтересно, это какая-то странная будет комбинация звуков. А он симфонию одну написал, писал в течение 12 лет и посвятил эту симфонию своей любимой жене. И одна из частей этой симфонии, она очень знаменита, называется «Смерть в Венеции». Был такой фильм в 1974 году, там как кто-то известные актеры снимались. И вот эта музыка очень известная в этом фильме исполнялась. Потом Майя Плисецкая танцевала под эту музыку. И интересно, что я когда начал готовиться, когда пошел на концерт, я начал готовиться к прослушиванию обычно с увертюры. Такая спокойная музыка обычно начинается, развивается, пик, и в конце она должна снова на спокойно уходить. А эта симфония начинается с трубной музыки, такая громкая, начинаются горны какие-то, потом они утихают и начинается такой похоронный марш. Если ты слушаешь эту симфонию и не знаешь, о чем он хотел написать, то для тебя это будет непонятно. Но классическая музыка, она очень глубокая. И ты, когда понимаешь, как каждый инструмент был прописан, что хотел композитор сказать, как это все собирается, это, конечно, очень мощная штука. Вот сейчас вы продемонстрировали классический пример, как люди зачаровываются вами, поскольку вы владеете огромным количеством объемом информации и на разные темы. Как вам это удается? Я не знаю, я ничего специально не делаю, мне просто нравится вникать в детали. Если я чем-то интересуюсь, я не могу поверхностно посмотреть и уйти. И мне просто нравится разбираться, понимать, что это такое, и потом от этого получать удовольствие. Так же, как и от работы, кстати. Я также вникаю в детали, понимаю это все, и потом, когда ты с людьми разговариваешь, тебе, во-первых, все понятно, во-вторых, ты можешь что-то предложить, чего человек, который долго этим занимается, не видит, и это профессионально, мне кажется, очень классно. Но ведь это требует очень много времени, когда оно у вас остается, чтобы детально во что-то погрузиться. Люди, когда говорят, что у меня нет времени, я хорошо запомнил, есть такой Садгуру. Слышали про него? Нет. Это индус, который захватил внимание десятки миллионов людей. Вы можете на YouTube зайти и посмотреть. Он йоги, учитель, который очень легко на понятном для людей языке рассказывает вещи, которые волнуют многих людей. Как правильно жить, как правильно перестать беспокоиться. Много-много роликов очень интересных. Там встает товарищ из зала, говорит, вот вы знаете, я бы хотел заниматься йогой, но у меня нет времени, я настолько занят, что у меня просто нет времени. И Садгуру такой вопрос задал, ты во сколько встаешь? Он говорит, я в 7 часов. Он говорит, ты можешь встать в 6:30? Встань, и у тебя появится полчаса позаниматься йогой. Просто когда нет времени, это значит, что ты это время уделяешь чему-то другому. Нет понятия «нет времени». Ты просто расставляешь приоритеты. Например, когда я перелетаю или езжу в машине, когда я не могу читать, я слушаю книги.
В самолете я просмотрю документы, которые мне пришли, или если время без документов, я тогда что-то читаю. С одним товарищем как-то летел, мы летели из Алматы в Чили, и полет был что-то там 19 часов, по-моему, довольно большой. И он говорит, я не знаю, как мы будем убивать время. И когда я услышал слово «убивать», время его не хватает, а он собрался его убивать. Во сколько в среднем вы просыпаетесь? Все зависит от перелетов. Ну, если я никуда не летаю, ну, где-то 7:30, в 7. Еще зависит от того, когда ложусь спать. Ну, сутки я сплю где-то 6-7 часов. Можете небольшую экскурсию по своему кабинету провести? Ну, могу. Как часто вы вообще бываете именно в алматинском офисе? В Алмате я бываю достаточно часто, регулярно, ну, раз в месяц, там, на неделю, может быть, бываю. Но кабинет очень, очень простой. Вот мой офис. Обычно, знаете, в кабинетах делают такие приставные столики, и ты вдвоем разговариваешь. У меня стол совещаний. Кстати, у меня в других офисах обычно стол круглый. И я не люблю, вот когда здесь сидит председатель, и там все люди, я, как правило, стараюсь сделать круглый стол, за которым можно сидеть и обмениваться мнением. Ну, я не знаю, что показать. А вы каким-то образом участвовали в том, как выглядит сегодня? Знаете, я участвовал, когда мне показали на картинках, и когда этот офис строился, мне сказали, тебя вот так устраивает. Ну, я не так много времени трачу на дизайн, ну, как-то посмотрел, вроде нормально, ну, так и получилось. Хорошо. Тогда предлагаю немножко прогуляться по нашему офису. Давайте. Теперь вы мне сделаете экскурсию, да? Давайте. Попробуем так. Ну, давайте пока пойдем прямо. Может быть, open space. Зайдем к коллегам. Я, кстати, никогда не видел, как снимаются фильмы, когда идут, там разговаривают. Я думал, как ты можешь идти задом, ты же не видишь, куда идти. Нам помогает обычно. Да? Так, ну что, давайте поговорим про коллег. Что вы вообще думаете про удаленный формат работы, в частности, который мы испытали во время ковида? Я думаю, что это неприемлемый формат работы, если требуется встречаться с коллегами, обсуждать какие-то вопросы. Он, наверное, сработал, пока был ковид. Это, наверное, работало, и все поняли, и, кстати, я в том числе, что да, можно столько не летать. Какие-то вопросы можно решать в удаленном формате. Но с другой стороны, когда ты общаешься с людьми вживую, это совершенно другое. Во-первых, другое воздействие. Во-вторых, ты понимаешь, что когда с тобой общаются, особенно докладывают, ты чувствуешь, что здесь что-то не то. Я для себя понял, что на удаленном формате легче отказать, когда тебя просят о чем-то. Ты можешь сказать нет, ну и все, и положил трубочку. Когда ты общаешься вживую, человек на тебя смотрит, просит. И в этом плане для тех, кто приходит с просьбами, лучше живьем общаться. Считаю, что в нашей работе, наверное, удаленный формат не самый лучший. А что касается дресс-кода, как вы относитесь? Ну, если, конечно же, мы не говорим про СИЗы, там это обязательный элемент, это про безопасность. Ну, я знаю, что многие предпочитают свободный дресс-код, как в Google, например. Я считаю, в нашей компании, ну, какой-то должен быть дресс-код, особенно в офисе. Ну, девушки могут, конечно, позволить себе чуть-чуть больше, а ребята могут, ну, должны как-то хотя бы в пиджаках находиться. Это дисциплинирует и показывает серьезность отношений к работе. Я так думаю. Что вы думаете? Я думаю, что всегда все зависит от того, какие у тебя события. Ну, по крайней мере, вот у нас пиарщиков, да? Да. Мы нередко вынуждены выезжать на какие-то события, мероприятия, которые не предполагают такого строгого дресс-кода. Вот. Согласен. Ну, вот, когда ты в офисе находишься, там, у меня, когда официальные встречи идут, конечно, я надеваю галстук. Если у меня там в офисе работа, ты можешь, ну, галстук не обязательно надевать, ну, хотя бы пиджак и рубашку строгую. Хорошо. Вот мы сейчас идем по нашему алматинскому офису. А удалось ли вам, допустим, походить по вахтовому городку Туран, например, на Актагай? Конечно. Ну, во-первых, мы этот городок планировали. Так. Мне показывали, когда проект, я внимательно посмотрел. Во время строительства я заходил и смотрел качество. И особенно вот новые трехэтажные, которые мы вахтовый поселок построили, он достаточно хорошего качества. Соглашусь. И я посмотрел качество наше, посмотрел качество на других предприятиях, особенно в Казахстане. Ничего подобного нигде нет. Даже
Больше скажу, качество нашего городка лучше даже, чем где-то там в Австралии или в Южной Африке. Я там не был, но люди, которые работали там, приезжают, они говорят, что это намного лучше. Но мы, кстати, коллег не предупреждали о том, что у нас будет Это такой... будет внезапно, да? такая- Здравствуйте всем. Здрасте. Здравствуйте. Мы тут немножко погуляем, если вы не против. Почему я решила затронуть Вахтовый городок? Созданы там действительно идеальные условия практически, там и спортзалы, и бильярд, и прочее. Но в последнее время мы слышим о том, что усилилась текучка, что квалифицированные кадры уходят. Да. Что вы думаете на этот счет? Это, конечно, плохо. Мы, конечно, страдаем от этого очень сильно. Но, с другой стороны, учитывая бюджеты, которые у нас сегодня есть, мы не можем позволить бесконечно поднимать зарплату. Да, я знаю, что есть маленькие компании, которые переплачивают зарплату, перекупают специалистов у нас. Но они это делают, потому что они маленькие, у них очень мало сотрудников, и они могут себе позволить платить зарплаты выше. У нас же проблема, как только ты начинаешь поднимать зарплату кому-то одному, люди, которые работают вокруг, считают себя несправедливо, что почему им не поднимают. Люди, которые видят, что да, подняли этому департаменту, почему нам? То есть это начинается как снежный ком. И если так, тогда контролировать затраты будет невозможно. Зарплата будет расти постоянно, потом нужна индексация, и это уже становится неконтролируемо. В нашем бизнесе невозможно, потому что да, когда цена на медь растет, и часто люди задают вопрос, ну цена же на медь выросла, да, почему зарплату не поднимают? Ну хорошо, давайте поднимем. А когда цена падает, можно опустить зарплату? Я думаю, нет. Соразмерно. Потому что люди привыкают к этому, они скажут, ну нет, уже инфляция, как ты уменьшишь зарплату, у тебя маржа может снизиться настолько, что компания станет банкротом. А я помню времена, когда цена обрушивалась на 100%. Что делать в этом случае? Конечно, может быть, людям, которые действительно работают на редких профессиях, приобретают какой-то ценный опыт, который нам необходим, можно подумать какой-то мотивационный пакет, чтобы им неинтересно было переходить. Мы работаем над этим с HR, но снова иногда очень сложно поднимать кому-то одному. И здесь иногда мы отпускаем людей, приходится брать других людей, тренировать и снова, чтобы они достигали опыта. Кстати, у нас так называемая мягкая сила большая. Если вы посмотрите, люди в очень многих местах работают. И не только в Казахстане, и в России, и в Узбекистане. Очень много людей от нас перешло. Скажите, а вы каким-то образом участвуете в подборе персонала? Ну, скажем, на руководящие Ключевые, да. позиции. Я интервьюирую все ключевые позиции на 2-3 позиции ниже меня обычно. Ну, понятно, прямые подчиненные, да. То есть мои прямые -1, да, а оставшиеся -2, -3 зависит от позиции, да. Я Что для интервьюирую. вас важно в этих людях? Профессиональный опыт, во-первых, Так. навыки, которые они имеют, ну и умение управлять. То есть мне надо понять управленческие способности. Могут они вокруг себя объединить или нет людей? Могут ли они управлять хорошо или нет? Ну, достаточно ли одного интервью, чтобы понять? Обычно это? нет. До того, как я общаюсь, делается 2-3 интервью до меня. Я читаю выводы из этих интервью. Не все доходят до меня часто. Но если он прошел этот фильтр, потом я уже задаю те вопросы, которые не задали до меня. Или задаю их по-другому, чтобы понять для себя. Когда я общалась с коллегами на местах, они говорили, в принципе, фабрика, карьер, там все замечательно, но есть оксидный комплекс, Да. у которого практически уже и нет сырьевой базы. Люди переживают о собственной судьбе. И как раз на прямой линии вы озвучили, что у Да. вас есть путь решения. Давайте про это поговорим. Ну, во-первых, у нас до сих пор еще есть запасы. Так. То есть я думаю, что несколько лет, наверное, около 2-3 лет мы еще сможем проработать на оксидных рудах, которые у нас есть. Второе, это технологии, которые мы сейчас прорабатываем, они уже работают, мы не сомневаемся, что это будет работать. Это вторичное выщелачивание тех руд, которые у нас сегодня размещены на кучах. То
Понятно, что мы когда раствор пропустили один раз, ушла медь в раствор, та, которая легче всего растворилась. Когда мы можем вторичным выщелачиванием заниматься, нам просто наверное, придется немножко больше раствора пропустить и забрать ту медь, которая там осталась. Это продлит еще на несколько лет. И мы параллельно прорабатываем еще технологии, которые это биовыщелачивание, до сих пор прорабатывается технология. Мы рассчитываем, что этот завод, этот бизнес спокойно может продержаться еще несколько лет до 29-30 года, я так думаю. Параллельно с этим мы работаем по проектированию медиплавильного завода. Мы рассчитываем, что этот завод должен быть запущен тоже в 28-29 году, как раз когда мы будем заканчивать отработку оксидных руд. И люди, которые сегодня работают на металлургическом предприятии, спокойно могут быть переквалифицированы на медиплавильный завод. Поэтому люди, которые сегодня работают, могут спокойно работать и не беспокоиться, что в какой-то момент у них не будет работы. Здравствуйте. Нас не ждали, да, сегодня? Привет. Приветствую вас. Доброе утро. Приветствую. Здрасте. Если мы говорим про медзавод, Да. какой сегодня статус? И, может быть, какой-то план действий? Сейчас мы работаем над завершением технико-экономического обоснования и работаем над финансированием этого завода. Как только это будет завершено, я рассчитываю, что в следующем году начнется стройка. Стройка будет занимать 2,5-3 года. Там будет свой вахтовый городок, свое снабжение электричества, водой будет все автономно работать. Но это будет часть нашей группы, и, скорее всего, оно будет связано инфраструктурно-транспортно в том числе. Или вода, которая сегодня поставляется на фабрику, будет поставляться также на медзавод. Теперь предлагаю поговорить про Бузымчак. Как правило, когда заходит речь об этом ГОКе, вы говорите, что это образцовый проект. Да. Почему у вас такие ощущения? Во-первых, это потому, что у них очень хорошие показатели по безопасности производства. Они в течение 4 или даже 5 лет демонстрировали просто недосягаемые результаты. У них даже были такие года, когда не то, что не было смертельных случаев, ни одного даже просто инцидента не было связанного с безопасностью. И Ильяс Валерьевич Туликеев проводил очень хорошую работу с людьми. Я всегда всем говорю, берите пример с Бузымчака. Никто не достигал таких показателей. К сожалению, у них в этом году был несчастный случай. Там самосвал наехал на человека. Человек пострадал, конечно, но это был, наверное, первый случай в течение нескольких лет. Я много ездил во время строительства, туда смотрел. Там в очень стесненных геологических и природных условиях удалось построить очень хорошее предприятие, компактное, но эффективное в то же время. Да, но туда добираться довольно сложно. Добираться, да. А как часто вам удается туда ездить? Непосредственно на ГОК. На ГОК я не часто был. Во время стройки, когда запустилось предприятие, я там был около 2 раз, по-моему. Но в основном вопросы все решаются в головном офисе. В Бишкеке тоже я бывал несколько раз. Но когда Ильяс Валерьевич приезжает сюда, на комитеты исполнительные, мы решаем все вопросы здесь, как правило. На прямой линии с Бузымчаком вы упомянули про медный пояс. Да. Что кроется под этим понятием? Это понятие, когда объединяется несколько рудных тел. Медный пояс – это когда несколько месторождений друг с другом либо связаны, либо находятся на небольшом расстоянии, и тогда возможно использовать одну инфраструктуру. Ты можешь строить где-то инфраструктуру в виде фабрики, в виде подачи электричества, воды. И от этой инфраструктуры можно дальше расширяться вправо, влево и работать. Медный пояс обычно очень редко встречается, конечно.
Но я верю, что в Казахстане он существует. Это залегание рудного тела на многие-многие километры. Мы занимаемся бурением вокруг Актогая, занимаемся бурением в центральном Казахстане. И я верю, возможно, я и не прав, что медный пояс — это как раз объединение где-то из центра Казахстана и дальше пойдет в сторону Актогая. Но это требует, естественно, больших вложений, это требует большого времени. Так, медный пояс редко скрывается так быстро, это требует огромного времени для поиска. Сегодня Актогай и Большаколь — это современные производства, которые у многих на слуху, здесь хотят работать. Но когда-то эти проекты вызывали вопросы, и вы были тем человеком, который боролся за сами проекты, за то, чтобы стройка началась. Можете немножко рассказать предысторию, как все начиналось? Ну, я скажу, не я только был, а Владимир Сергеевич очень сильно поддержал эту идею. Вообще лицензии, скажем так, или вообще месторождения были разведаны еще в 70-х годах. И Актогай, и Большаколь. Но поскольку у нас, если возьмете историю медную, то раньше, если содержание меди в руде было меньше, чем 1%, то это считалось, все, что ниже 0,8-0,7%, это считалось мусором. И просто никто даже не смотрел на это. Поскольку в прошлом у нас потребление меди было не такое большое, необходимости в большом производстве не требовалось. Среднее содержание меди по всему миру было около 1,5-1,6%, поэтому были поставщики меди, которые могли более экономичнее отработать и произвести медь. Себестоимость у них была очень низкая. Если вспоминать, даже когда я уже пришел в медную индустрию, цена была $1000-1200 за тонну. Когда цена взлетела до 1500, это был огромный праздник. Я был медным трейдером тогда, и мы все трейдеры собирались тогда в кафе и праздновали, что цена на медь 1500, это просто какое-то невероятное было. Ну, поэтому, поскольку цена была низкая, то и себестоимость производства меди тоже должна была быть низкой. А для этого нужно было высокое содержание меди в руде. И, конечно, такие месторождения, как Актогай, Большаколь, где содержание долгосрочное 0,32 или 0,35, конечно, оно не считалось месторождением вообще. И технологий не существовало таких, которые бы позволяли экономично добывать такое количество руды и перерабатывать эту руду. И где-то разговоры про отработку Актогая и Большаколя встали в 2002-2003 году, когда тенденция на снижение содержания в руде во всему миру началась. Люди начали осознавать, что все самые вкусные месторождения уже отрабатываются, начали смотреть уже на более бедные месторождения. И к тому моменту уже начали появляться технологии и оборудование, которое позволяет перерабатывать большое количество руды. И, наверное, уже в начале 2005 года мы начали подумывать про Актогай, но когда мы начали считать, какое количество инвестиций требуется туда, мы не понимали, как такое возможно, столько денег привлечь. И когда наша компания уже была на листинге в Лондоне, мы предложили все-таки посмотреть на Актогай и начать строительство ГОКа в Актогае. На Актогай мы предварительно оценили, что где-то производство минимальное, которое следует начать, это где-то 25-30 миллионов тонн. Посчитали необходимые инвестиции, вынесли этот вопрос на решение совета директоров. Тогда в составе нашего совета директоров в основном были иностранцы, такие светила великобританского бизнеса. Там у нас были представители и London Metal Exchange, и из парламента бывшие работники, и банкиры, в общем, там свет английской бизнес-элиты. Все тогда сказали, что невозможно. У нас, во-первых, не было никакого опыта строительства таких огромных проектов. Во-вторых, у нас не было на тот момент достаточных финансов для этого всего. И это были, конечно же, огромные риски. И совет директоров в первом чтении проголосовал против. 9 директоров из 11 проголосовали против, а 2, кто проголосовал за, это был Владимир Сергеевич Ким и я.
И потом нам пришлось провести внутреннюю работу с советом директоров. Мы сказали, поскольку у нас большинство голосов в компании, то мы можем просто вынести этот вопрос на голосование акционеров, и в итоге мы все равно проголосуем за, и мы это решение проведем. Ну и понятно, что директора не захотели создавать конфликтной ситуации, так же, как и мы. Мы не хотели конфликта, но мы знали, что компания должна развиваться. Мы понимали, что Жезказганское месторождение начнет снижать производство, что у нас и в Балхаше падает производство, и на Востоке. Мы хотели, чтобы компания приобрела вторую жизнь. А это было возможно только путем строительства новых предприятий. И тогда совет директоров согласился. Мы доложили в Китае о том, что у нас есть крупные месторождения на границе с Китаем, и что для того, чтобы обеспечить медью западную часть Китая, самый правильный способ – это построить предприятие на востоке Казахстана. Вся медь в Китае производится на востоке. На востоке огромное количество медиплавильных заводов. Они закупают концентрат из Южной Африки, из Чили, из Австралии и производят медь. Мы договорились с Китайским банком развития о финансировании этого проекта и начали привлекать западных специалистов, которые имели опыт в строительстве такого масштабного предприятия. И в 2009 году, когда уже началась активная фаза строительства, уже мы начали строить инфраструктуру, мы поняли, что первым все-таки лучше строить Башаколь. Потому что в Башаколе было содержание больше. Башаколь имеет, кроме меди, еще и золото, серебро, молибден. Мы поняли, что руда примерно одинаковая, что в Башаколе, что в Актугае, за исключением только попутных продуктов. И оборудование для производства потребуется тоже примерно одинаково. И мы тогда решили сделать строительство двух близнецов, Башаколь первый и где-то 9 месяцев с отставанием сделать Актугай. Это делалось для того, чтобы не привозить две бригады одинаковые, а разбить это все пофазно. Допустим, если делаются фундаменты, на Башаколе фундаменты заканчиваются, потом эти бригады снимаются и перевозятся на Актугай. Металлоконструкции поднимаются на Башаколе, снимаются, перевозятся на Актугай. И мы с этим замыслом начали делать, чтобы люди с одного проекта переезжали на другой, и вот с отставанием 9 месяцев делать такой, заниматься строительством. Вот так как бы исторически это получилось, и мы, понятно, что были и трудности во время строительства, запустили первый Башаколь, потом успешно запустили Актугай. Вот вы сейчас сами упомянули про термин «близнецы». Одно время прям активно использовался, когда говорили про Актугай и Башаколь. Сегодня я это практически не слышу. Почему отказались дальше называть эти проекты близнецами? Ну, потому что они совершенно по-разному начали развиваться. После того, как мы запустили Башаколь, мы начали смотреть, что Актугай, рудное тело Актугая намного больше. Провели дополнительные геологоразведочные работы, увидели, что карьер можно увеличить безболезненно на Актугае, поскольку Башакольский карьер, он уходит вглубь. И вширь его сложно, там, понятно, есть и в стадии, он такой неправильной формы идет, то есть расширение Башаколя вширь, наверное, было бы сложно сделать, а вот Актугай можно расширять. И понятно, что там коэффициент с крыши оставался такой же. Экономически было выгодно расширить Актугайский карьер. Мы посмотрели экономические составляющие и решили, что да, можно увеличить производство вдвое, построить копию фабрики на Актугае, мы назвали Актугай-2. Мы посмотрели, что для того, чтобы увеличить добычу, можно поставить новые самосвалы, больше тоннажа, расширить дороги, что мы изначально закладывали пространство для возможности увеличить дороги для больших самосвалов. И нам удалось это сделать. Я хорошо помню, когда я докладывал президенту, это был июль месяц, я ему сказал, что вот где-то в январе-феврале мы планируем закончить строительство Актугай-2 и хотели бы его пригласить на запуск. И президент сказал, ну, февраль это же холодно, наверное, там. Я говорю, ну да.
Он говорит, сделайте в октябре, я тогда к вам приеду. А я говорю, ну, в октябре это на несколько месяцев раньше, такой проект сложно закончить. Я говорю, ну, мы все усилия приложим. И мы в октябре все закончили. К нам приезжает президент на запуск этого проекта. И обычно, когда кнопочку жмут, там механизмы начинают крутиться, потом президент уезжает и начинает дальше достраивать. У нас производство началось как раз с нажатием кнопочки, когда приехал президент. И больше того, это был рекордный срок, когда мы вышли на проектную мощность. Проекты такого масштаба обычно достигают проектной мощности, ну, я думаю, самое раннее, когда мы видели, это 1,5 года. Вот у нас на Бошаколе заняло где-то год и 2 месяца, на Актогай-1 где-то, может быть, 9 месяцев заняло, а на Актогай-2 мы достигли в течение 3 месяцев, мы вышли на 115%. Это вообще неслыханное что-то. Я потом ребятам говорил, это надо занести в книгу Гиннесса. Никто в мире не достигал проектной мощности на таких проектах в течение 3 месяцев. Я очень горжусь нашим коллективом. С благодарностью всегда говорю, что только наши люди могли это сделать. Специалисты, это благодаря тому, что у нас уже были специалисты на Актогай-1, которые сумели своими навыками, своим талантом совершить такой подвиг. И мы сделали специально, мы набрали новых людей на Актогай-2. Мы где-то за 6 месяцев их поставили учиться, опытных сотрудников. Сегодня все так или иначе используют искусственный интеллект в своей работе, начиная от студентов, школьников и заканчивая там врачами и так далее. Вы каким-то образом используете искусственный интеллект? Очень даже использую. Расскажите об этом даже опыте. Использую. Ну, конечно, я сейчас в основном вместо поисковых инструментов, которые использовали, поисковиков, как мы их называем, интересно использовать это или GPT-чат, или чат GPT, как он правильно называется, DeepSeek. Есть другие инструменты. И, как правило, ты не просто задаешь какое-то ключевое слово, а уже задаешь какой-то конкретный вопрос и начинаешь получать. Это уже беседа начинается. И это очень полезно. И я понял так, что это следующий уровень получения информации и обработки информации. Также я уверен, что наши коллеги пользуются тоже. Есть такой, называется Notebook LM. Это программа, которая позволяет тебе делать executive summaries, когда ты какую-то информацию получаешь, и у тебя нет времени читать документ или нет времени получать большой объем информации, то оно делает для тебя такие выжимки и сравнения. Например, отчеты, которые я получаю от компаний или от других каких-то источников, они достаточно большие. Понятно, что невозможно прочитать там 500 страниц за один день. И ты загружаешь этот документ туда и просишь сделать какую-то выжимку и обратить внимание на основные вопросы, которые именно тебя интересуют. Я говорю, меня из этого документа интересует вот это, вот это, вот это, оно тебе это выдает. Также еще интересный вариант, когда ты сравниваешь, особенно когда ты смотришь отчеты в динамике, ты загружаешь за несколько недель, за несколько месяцев и начинаешь смотреть, как изменилась ситуация. Тоже интересно. С точки зрения безопасности, все-таки столько информации грузится постоянно рядовыми работниками и другими, да, даже топ-менеджерами. Очень много, скажем так, sensitive информации все-таки оказывается в руках искусственного интеллекта. Как вы к этому относитесь? Я к этому очень осторожно отношусь и, конечно, рекомендую всем нашим коллегам, которые обладают чувствительной информацией, не загружать это все в интернет. И я сам этого тоже не делаю. То есть я в основном смотрю отчеты, которые имеют общую информацию, которая не влияет на состояние компании. Но, так скажем, большинство наших коллег, они обладают такой общей информацией. Если мы говорим о какой-то чувствительной информации, это какие-то коммерческие, так скажем, чувствительные вопросы, это касается коллег, которые занимаются именно коммерческими вопросами, это снабжение, это продажи, наши, скажем так, налоговые подходы. Здесь, конечно, нужно быть аккуратным. С точки зрения доверия, все равно временами он врет. Ну,
тоже нужно смотреть. Я поэтому пользуюсь и ChatGPT, и DeepSeek, и сейчас появилась еще одна То программа. есть из разных источников, Из да? разных источников, и потом сравниваешь. Но я так скажу, что источники, наверное, у всех этих программ одинаковые, вопрос интерпретации. Как тебе это все преподносят. Поэтому, конечно, нужно свое мнение иметь. Я недавно разговаривал с одним человеком, который составил письмо, ему нужно было составить письмо официальное, и он вот написал: я там такой-то, такой-то, мне нужно подготовить письмо на такую-то тему, отправил, ему написали письмо, ну, программа написала, и он его использовал как заготовку, чтобы отправить, и на той стороне, куда он написал, его просто вернули и сказали, что за глупости, как можно было это все написать. То есть он полностью доверился. Да, искусственному интеллекту. Конечно, пока что это еще рано делать, я думаю. А как вы в целом относитесь к идее умных рудников и полностью автономного производства? Наверное, в какой-то момент это произойдет, но точно не сейчас. Я положительно к этому отношусь и думаю, что со временем, уже, может быть, в ближайшем будущем, рудники начнут переходить. Ну, я думаю, что сейчас мы уже можем сказать, что у нас очень много используется искусственный интеллект. У нас есть целая группа, которая работает над этим. И, наверное, все знают о том, что мы использовали уже первую программу, которая позволила нам сократить наши расходы в каких-то местах до 15%, где-то 5%, где-то 15%. И я очень рад, что у нас такая группа есть, молодые ребята, талантливые, работают над этим. Мы также, у нас есть такая группа по инновационным технологиям, которую возглавляет Ребекка. Тоже очень здорово работают. Поэтому я думаю, это правильно, и к этому надо идти. Но это не значит, что люди, которые сейчас работают на этих местах, потеряют работу. Я думаю, что эти Главный люди... страх этих людей. Да вот надо думать, что это не так страшно, как кажется. Вот если вернуться, не знаю, там в конце 800-х годов, когда изобрели паровой двигатель, или когда появилось электричество, или даже возьмем еще дальше, вот когда все книги или все писали рукописи. Помните, когда выражение было рукописи? Все было от руки. Когда появилась печать, все люди думали, что теперь делать. Но эти люди не потеряли работу, они переквалифицировались и приобрели специальность уже при новых технологиях. Учитывая подготовку наших людей, которые у нас сейчас работают, интеллектуальный уровень, я просто не сомневаюсь, что при введении новых технологий эти люди будут переучиваться, использовать новые технологии. И если у нас где-то речь идет об автоматизации, то значит в каких-то других местах у нас появляется новая возможность применить свои знания. У вас уже есть примерное видение, какая технология может изменить горное производство, горную отрасль в ближайшие годы? Я думаю, это геологоразведка, точно, потому что сейчас используются уже технологии, позволяющие избегать высокорискованные геологоразведочные работы, потому что сейчас очень много денег и времени тратится, а где бурить, а где эти аномалии, как предсказать, это потенциально хорошее место, которое нужно разведывать или нет. Я думаю, что в ближайшее время это очень сильно будет развиваться. Скорость обнаружения новых рудных тел увеличится, ну и качество, естественно. Это в свое время приведет к более быстрой подготовке новых проектов. Я думаю, это самое большое, что будет иметь значение. С точки зрения производства, ну да, будут наверняка автономные самосвалы работать в карьерах, да. Скорее всего, можно будет точнее использовать реагенты для того, чтобы увеличивать извлечение. Но кардинально, вот прям, чтобы само производство изменилось, наверное, нет. Я общался с одним товарищем, он достаточно большую роль играет в горной индустрии, как бизнесмен, и они готовят новые технологии. И он недавно мне рассказал, что он, используя технологии, применяемые в атомной энергетике, хочет применить в горно-рудной индустрии. Это какой-то прям, мне говорит, технология мельниц, которые позволят на 25% увеличить качество помола и увеличить скорость. Но я посмотрел, ну, пока что это далеко, я думаю. Наверняка это дорого. Это дорого, и это достаточно время затратно для производства этого оборудования. Ну, возможно.